баштай үйренейік анда. Получается, бүгінгі сабақ біздікі темасы обзор рынков этой следующей недели, то есть 6-10 апрельге қарата и также бонус, да, яғында. Бүгін мен туған күнім, как раз уже туған күнгі қарата мен ойладым, да, бізіне всех приятный жасағым келді. Бүгін вебинарда біз ключевые движения, тренды, да, и жаңа жұмаға біз мүмкіншіліктерді қараймыз, да, и так, живой мастер-класс бойынша айта кетейін. В четверте, 9 апреля, саат 18:00 біз так, деме болот 2 саат, примерно 2 саат, 3 саатта мастер-класс болот, живой мастер-класс, то есть реальный, да, как есть изнутри мир трейдинга көрсөтөм, то, о чем многие не говорят, то есть как зарабатывают профессионалы, да, какие они риски соблюдают, кандай алардын системасы бар, ошол боюнча мен өзүмдүн билгенимден, өзүмдүн опытымдан да айтам. Мен бирок профессионал пока эмесмин, андай деңгээлге өсүш үчүн минимум 8-10 жыл керек профессиональный деңгээлге жетиш үчүн. Бирок мен өзүмдү тажрыйбалуу трейдер деп эсептей алам. Вот, анан мастер-класста еще тест болот. Интересный тест, да, өзүңөрдү да билип каласыңар, да, кандай сапаттар бар силерде, эмнеге даярсыңар, эмнеге даяр эмессиңер, эгер силер трейдинг дүйнөсүнө ичине кирип иштейм, өнүгөм десеңер, вот анда силер ошондой кадам жасагандан алдында силер тесттен өтсөңөр, силерге да жакшы мындай эме болот, да, подсказка, да, кайсы жактарыңарды надо подтянуть, да, кайсы жактарыңар жакшы, то есть трейдингде жардам берет, да, и так далее. А может совсем силерге трейдинг противопоказан, да, андай да болушу мүмкүн. Вот, ошондой эле живой разбор сделок, то есть живой реальное время, да, биз сделкаларды карап, то есть мисалы любой активди тандайбыз, евро болобу, алтын же индекс, да, и ошол жактан анализди жасап вместе с новичками, да, ну, таком живом взаимодействии, диалог, да, я не буду там сама только өзүмдү там экспертом, өзүмдү умный катары там сложными терминами показывать это, я буду, ну, мындай, меники формат ушундай, да, мен жакшы көрөм, аудитория менен взаимодействовать этип, сүйлөшүп, да, вот, анан чогуу анализ кылып, и потом практика жүзүндө биз уже сделкага киребиз, да. Ну, конечно, новичокторго демо счет ачтырып коем, мисалы, и ошол сделканы иштегенден кийин биз торговый дневникке жазабыз, да, торговый дневниктин образецин көрсөтөм, кандай толтуруш керек, да, бул да өтө важный элемент. Эгер силер профессионалдуу эме жанагындай стабильный, да, зарабатывающий трейдер болом десеңер, сөзсүз ушундай самоанализге, да, өзүңөрдүн профессиональный өсүүгө торговый дневник кылышыңар керек, да. Вот ушундай предстоящая программа, мастер-класс, эгер кызык болсо, келгиле, кирүү акысыз. Так, и мастер-класс онлайн тартылабы? Да, онлайн будет, да. Вот я тут написала. Будет в Инстаграм рилс түрүндө, ну, то есть я ссылку скину заранее в группу, группа, где вот сейчас вы зашли, FX Start группа, да. Ссылка будет, и также еще... Вы в 6 часов не сможете, да, Зульфейджи? Нет, не смогу. Я только онлайн смогу слушать. Ну хорошо, тогда это, да, ничего страшного. Так, онлайн подключение глаз через Инстаграм, и также еще YouTube канал вы можете подписаться. Ну, YouTube там я пока лайф-эфир не умею вести, но я тоже настраиваю, уже будет со скоро лайф-эфир, то есть прямой эфир. Потом именно не так вот в виде вебинара, а именно в прямом эфире буду, то есть открывая график какого-нибудь инструмента, да, делаю анализ и захожу в сделку. Вот ушундай түрүндө кылайын там будет YouTube каналында. Так, вот, в общем, тоже ошо Инстаграм менен YouTube там ссылкаларымды таштайм, можете подписаться. И там что еще? Так, на YouTube-канале эти уроки, там вебинары тоже буду регулярно размещать. Так, ну, то есть обучающий контент, да, пайдалуу контент аласыңар. Так, мы видим, да, с конца января он у нас только падает, а азыр пытается уже восстановиться. И вот здесь вот сильный уровень сопротивления келип калды, чисто технически, он может, конечно, его, по идее, он будет пытаться его пробить. Вот этот вот, да, 4880. Вот. Он уже к этому идет, золото, получается, я думаю, что в понедельник продолжится рост, но кичинеле калды сопротивление, вот так, 4840, 4860, да, уж диапазонго кайра, она уж где-то кайра, она не будет сильное сопротивление, поэтому сразу с первого раза вряд ли пробьет, да, то есть видео гарапики, поэтому пока сейчас не рассматривается на этом шундук рост, но понедельник реакция говорю. Кстати, понедельник я забыла сказать, что рынки отдыхают, вот у нас, вот я буквально перед вебинаром посмотрела, оказывается, у нас в понедельник будет Пасха. Христиандар Майрам екен. По-моему, Азия тоже отдыхает, там написано было сейчас. Так вот, на следующую неделю, вот понедельник, видите, выходные, вот вся Европа, Австралия, Франция, Германия и так далее. Так, Америка, Америка, да, ну, тут не написано, то, что здесь весь день выходной, праздник. Так, ну, новости вчера такие, бирок американские, нас это что, индекс деловой активности. Ну, в общем, Европа будет отдыхать, и Азия, скорее всего, понедельник тычтит, но слабо ли, вот, я где-то читала, что Гонконг, Китай, там тоже, видимо, много христиан, и крупные биржи там где-то будут не работать. Скорее всего, понедельник тоже слабо, да, будет. Единственное, может быть, американская сессия вечером, да, саат 4 пошла, вот Америка.
Возможно, причина войны да, пошла. Так, и вот вторник у нас ничего особого нету новостей. На следующую неделю, так что у нас здесь? В среду запасы сырой нефти, вот это достаточно важная новость, да? То есть такие азер, вообще мировая ситуация в связи с нефтью очень сильно ухудшилась, да? Плюс экономика латака, хату, да, соку туда. Если нефть дорожает, там и там, керосин, авиа, там самолеты, да, отменяют рейсы, все вот это производство, что еще там, промышленность, там, аграрный сектор и так далее, ну, то есть вот эта сфера услуг, питания и так далее, все подорожает, да, в связи с кризисом с нефтью. Вот, поэтому, ну, если запасы сырой нефти часа, хорошие часа, то есть будут запасы сырой нефти, то чуть-чуть, наверное, скорее всего, напряженность в счете и нефть чуть-чуть может скорректироваться. Так, четвертый год премии Болоткен, в принципе, это достаточно важная новость, протокол заседания ФОМС. Это у нас Федеральная резервная система комитета, вот ФОМС называется, да. Вот если вы так нажмете, тут более подробно, ну, в общем, бюджетное имя было, да, общеэкономические имя, денежно-кредитная политика, и так далее, да. Так, ну, я думаю, что немножко волатильность будет, да, в связи с этим. Вот. Угу. Так, это у нас, внутриваловый продукт, тоже это важная новость, вот в это время, да, 18:33. Вот это тоже сильная новость, аукцион 30-летних облигаций, потому что новость ударит по парам, валютные пары, где первый стоит доллар, да, например, если новость будет так позитивная, то есть как по облигациям государственным, так вот тут написано, здесь тут не написано, да, ну, то есть, в общем, если облигации США покажут хороший результат, хороший отчет, то тогда для доллара это хорошо, да, доллар пара, где берите доллар, да, чаши, да, везет. Золото высот еще и пятница, да, вот Германия, кто еврообмена торгует, Германия, так, если отчеты чатки, индекс потребительских цен. Ну, все, в принципе, вот эти тоже базовые индекс потребительских цен, это по инфляции, да, тоже, в принципе, достаточно хороший, да, сильная новость. Так, вот ушел по фундаменталу, да, сейчас тогда. В принципе, на следующей неделе у нас только в среду, да, в ФРС, комитет и протокол Чараткен и внутриваловый продукт, да, вот эти более сильные новости. Но основная новость, которая перебивает все эти новости, это у нас, что будет у нас США с Ираном, да, между ними. Так, ну давайте по золоту, вот сопротивление 4850, 4860, мы ожидаем примерно рост. Я думаю, в понедельник, возможно, на американской сессии, да, вечером немножко башла шинкун. Это точно не знаю. Егер уровень дорогу посадки, и уже можем ожидать роста, ну, по крайней мере, у нас 5000, 5000, вот такое сопротивление здесь, по-моему. Вот это вообще вот 5000, 4900, 5200, да, вот такие круглые, это психологическое, да, и часто у роли ойнап калат. Эгер 5000 давайте, конечно, 5400. Вот, так, давайте теперь там будем только, потому что именно геополитика, то есть события наши будут. Сейчас золото, и вообще я смотрю также на валюту торгую, на что еще? ГЕР-40, я на этой неделе не торговала, на один раз на позапрошлой неделе, тоже вот в связи с войной он такой очень стал непредсказуемый, хотя он спокойно ходил. Ну, в общем, сейчас смотрю, сделки, скалила там, да, внутри дня, даже скальп сделки приходится делать, потому что, как раньше, допустим, там, 2 саат, 4 саат, даже полдня хармаган сделка ларанде болговалды, не получается, стоп-момент или. И из этого уже не хочется сейчас внутридневные сделки открывать, тем более среднесрочные. Так, давайте еще основной актив тоже посмотрим. Нефть бойынча, кече күні пятница для эксперимента первый раз открыла сделку лонку кішнеке объемными. Вот. Так, ну получается, мен bunu 100, қаншадан начтым? Там надо посмотреть. Ну, где-то вот так, в пределах 109 с чем-то вот здесь вчера вечером я открыла. Это было 2 апреля, вечером это было, да, вот здесь кичине бирас түшкөн, 108 с чем-то, 108 с чем-то где-то. Вот, анкени нефти мен азыр так, на дневке тоже видно, да, пробойная структура, да. То есть вот здесь вот у нас прям такой очень сильный уровень вот тут есть, да. Уж он пробоила, вот если 110 это наш КЦ, тогда у нас дальше, да, дальше у нас уровни сильные вот это там, то есть вот здесь ликвидность есть, это 114, да. А мой исторический хай тоже вероятнее всего ждет на следующей неделе, анкени напряженность давали, что вот это, тем более сейчас этот Ормузский залив, Ормузский пролив, точнее, да, правильно говорить, говорят, что Иран полностью вообще
заблокируют, да, ну, особенно США, Израиль очень, ну, и для некоторых стран, да, а для некоторых стран он дал добро, чтобы через Армузский пролив проходили вот эти нефтетанкеры, суда, вот, поэтому ситуация напряженная с нефтью, скорее всего, была, вообще. А это чат 120, ой, у него исторический хай был, по-моему, 120, да, так, 120, даже говорят, до 130 дойдет. Ну, в общем, я лонг открыла, но я поставила на 120, не знаю, take profit görüyoruz, перечтеву нефтяными сделкачтым. Вот, ошондой. Эгер вдруг эмки жумада биз мындай жаңы болсо, типа, там, что там, ну, могут сказать, что жанагы Армузский пролив боюнча какое-то позитивное решение чыгып, ну, не то, что хотя бы частично, да, открытие частичное болсо Армузского пролива. Так, еще страны, эти арабские страны, арабские, по-моему, какие страны, забыла, договорятся о дополнительном строительстве в обход Армузского пролива, строительстве этого, как называется, ну, нефтепровода, да, то есть трубы вот это, через которые нефть будут качать в другие страны. Если они договорятся о строительстве вот такого нефтепровода, то это тоже немножко напряжение снимет, и нефть может упасть. Вот. И, ну, еще ОПЕК, страны ОПЕК тоже, насколько, если не ошибаюсь, 5 апреля собирается устроить заседание, и там тоже будут решать, да, по нефти. Если они примут решение, там, качать нефть больше, да, то есть запас увеличивать, тогда тоже немножко может напряженность спасть, да, и нефть еще не будет. Так уж он дой. Так, дальше, да, по нефти она. Ну, серебро, ну, в принципе, серебро дали уж, алтын наркан. Только серебро я не такой, ну, тоже это вот такой металл, да, везде используется, да. Был дали азерна сильная мере, вот здесь вот сильное сопротивление бар. Так, мол, сопротивление, может, не брок тещип, может, сопротивление баркен. Тещип, ой, вот здесь вот, ну, плюс-минус. Вообще, у него здесь, я так смотрю, по серебру, пока сейчас вот здесь вот именно вот это, как ложно пробой ватары. Посмотрим, в понедельник игра здесь, она начинаем на ракет баркен, выйду ракет кушнику. Ну, если золото тоже вверх пойдет, вот у нас здесь бычий пинбат нарисовался. Вот, и если он не сможет здесь закрепиться, тогда он не сможет упасть, да, до вот этого уровня, да, ближайший 61-62. Так, ну, это тоже зависит от золота. Вообще, так, теперь, да, по индексу, да, доллар. Основная мировая валюта. Индекс доллар был сотни дней, когда вот видно, да, что он прям такой устойчивый тренд, прям, и вот здесь вот уровень сопротивления очень сильно, у него уже пробил. Переместить что-то пробил, да, здесь сложный пробой, правда, но, видите, опять третий раз пытается подняться, да. Вот, здесь уже третий раз, скорее всего, попытка успешная была, да, закрепление было за вот этот уровень 100, вообще вот этот уровень был 100.32, и здесь, мне кажется, уже дальше вот этот уровень, здесь у нас следующий, так, ну, 190, ну, даже 101, да, плюс-минус ушел до аналогии, да, следующая у нас вершина. Вот, так что с долларом, я думаю, пока будет укрепляться, пока у нас вот этот кризис в связи с Ближним Востоком, да, с нефтью, что еще? И когда доллар укрепляется, золото начинает падать, и европейские валюты тоже очень сильно начинают падать. Также фондовый рынок, да, будет продолжение падения, скорее всего. Вот. Но хорошо повлияет на пары, где есть первый доллар. Например, мисалы USD-JPY, доллар японский иена, да, по мисалы, ой, дальше продолжение рынка на недельный таймфреймдегі, что максимум бар, ушел, жетейник қалды, да, на может. Так, ушел. Ну, вот тут прям чопсна налса, 161 900, да, 161 плюс-минус 161 900, ушел уровень барда, так. Вот, а так, видите, прям видно, да, что он прям восходящий. Тренд. Вот. Здесь пока нету, да, да, коррекция, там глубокая, тем более, коррекция, да. Тут даже кішінекелі откаттары вот этот кішінекелі коррекциялар. Так, и USDK тоже. Первый стоит доллар, да, был дали укрепление барада. Бұл недельный таймфрейм қарасақ, дневной деле тоже бұл кішінейден бұл USDK өзі мен байқашымша мындай көп деле емес, да, как сказать, как японская иена или там какой еще актив. Ну вот японская иена қарағанда бұл намного спокойнее, да, видите, боковитые движения сколько. Вот. Так, на дневке он у нас сейчас на дневке. Тут даже тренд, ну, на недельке лучше видно, да, тренд такой плавно восходящий, да, тоже. А на дневке что-то запутано. Так, ну вот ушел, вот здесь вот получается без дуки. Если также будет напряженность на Ближнем Востоке, тогда у нас следующий уровень гепарат. Так, доллар, индекс доллара, индекс доллар кучтан паца будет, в итоге так, он следующий уровень. Так, здесь у нас, вот этот у нас максимум 1.41, да? Ой, в общем, вот так вот возьму, 1.41.
Вот. Так что пока я, скорее всего, Булджактан вижу отскок хороший. Булджактан, уровень, Шулджаден, мен лонтойм, да, ну, то есть кичинемде коррекция, скорее всего. Лонтосом будет, но USD-CAD, посмотрим, да, так, здесь так у нас здесь несколько касаний, бир касаний, пи касаний, уч касаний, да, то есть джашат сколько-то городалось, да, поэтому нужно на ум рассмотреть. Так, и индекс доллара карама каршы жүрген валюталар европейский, да, так. Теперь основная европейская валюта, да, мажорная такой. Мажор это у нас евро, британский фунт, австралийский доллар, швейцарский франк, да, ушла основные мажоры, да, японская иена. Так, это неделька, да, неделька, да. Так, ну, евро у нас вообще вот на дневке Кечегуни, по-моему, закрылся. Кечегуни, да, падением, да, вот это прям конкретно для медвежий флаг, там, да, медвежий флаг, далее. Какие-то продукты, помните, здесь у нас это, да, фигура такая, медвежий флаг. Сейчас, вот. И вот здесь тоже у нас медвежий флаг нарисовал Кайра, и выглядит Кайра Молдзахта медвежий флаг, и здесь опять у нас медвежий флаг, такой покрывчик флаг Кайра. То есть я ожидаю, скорее всего, был, да, снижение глад от Кенязя. Пока там на Ближнем Востоке война у нас, так что индекс доллара, то есть доллар сильный был, евро был слабый был. Вот где-то ключевой, Молдзахта, чем ключевой уровень был, Молдзахтан Канджок, так, вот здесь у нас. Вот видите, он пробил, да, конкретно. И вот этот вот уровень тоже пробил. Теперь следующий. Если он на этом уровне не удержится, тогда вот здесь у нас есть следующий уровень, дайте мне зона лечить. Так, следующая у нас зона вот здесь, да. Вот он сюда и пришел как раз, да. Теперь следующий. Андан гейнки зона, егер карман алдалса, молдзахта зона баркен, плюс-минус ушел зона качейн. Вот. Если с хвостом брать, вот так, да. В общем, там, где была реакция, видите, вот здесь отскок был, да, реакция, да? Вот он вышел где-то зона депалды. Вот, 14 качейн 1000 минут, да, в ближайшее время. А дальше уже, не знаю, посмотрим, ситуация какая будет. Вот здесь у нас тоже есть прям зеркальная такая зона, зеркальный уровень вот этот. Вот тут хороший такой. То есть зеркальный трейн это когда вот видите, Молдзахтан цена гелята, Молдзахтан Кайра продажа был, да, здесь тоже поднялась, и опять вот здесь продажа был, а вот тут уже пробила, да, то есть для вот этого графика нижнего здесь у нас уровень сопротивления был, да, по-моему, даже еще касание рук тирал в уровень, а потом вот здесь вот у нас движение, уровень, да, максимум джарды, и да, здесь уже уровень поддержки упал, да, график очень. Так, уже зеркальный уровень доход. Так, по евро, доллар. Пока прогноз шартового на следующей неделе. Но если каким-то чудом там иранский вот этот сейчас кто там заменяет этого президента, в общем, президент, как его зовут, не знаю. Ну, там же духовный лидер, в основном там даже не президент, а духовный лидер Депоткин, так как это Исламская республика, а Гойврок вес имеет. Да? Ну, у них, я не знала, как есть тоже президента. Ну, в общем, президент или кто там у них, там его сын вот этого убитого духовного лидера Хаминей, да, и, может, они придут каким-то, ну, то есть переговоры начнут, попытки вести, если тогда евро немножко воодушевится, где-то волшебнику, да, видимо. Это пока сейчас шорт, только шорт, да. Так, британский фунт тоже очень доля история, в принципе, будет доллара каршы жүрет доллар, будет был наоборот чуть, да. Дневка, да, тогда конкретно ли падающий ли тренд, нисходящий полотат, нисходящий тренд, да, максимум дар, минимум дар, ирдыля аппарата тепекта. Вот, и будет ли, что ключевой поддержкой Сандерда, он не смог удержаться, вот здесь, да. Теперь следующий у него да, поддержка геттер, уж у тебя если не держится, на следующей неделе тогда я ожидаю его вот сюда, да, примерно, плюс-минус, уж зона где-то 1.30 кечей на 1.30, 500, да, вот. Пока шорт тоже смотрю. То есть, мен эмки жумада пандемия көрөм, евро менен британский фунт, скорее всего, бираз отскок болсо эле үйдөгө ушул жактан шорт болом, да. И что еще? Австралийский доллар, да, тоже был карама каршы жүрөт, индекс долларга карата. Был ли тоже конкретно ли падающий тренд, вот на дневке у нас, да? То же самое, пока у нас никакой признак жоқ, да, үйдөгө кете турган инструмент, дай, тартатта, такие есть признаки, да, у него. Какой-то ключевой уровень гегеля, мысалы, давайте я сейчас нарисую, допустим, там, ну, вот здесь вот хороший уровень, да, вот тут у нас, вот ушел уровень гегельгенде цена, вот она, по идее, если вот, ну, тут, ладно, коррекция до 50-50, а молодежь чуть труп, а уровень она должна вот просто максимум, там она может просто пробить с фитилем, да, то есть ложный пробой выплыть, она кайрале, да, пучи пинба, да, чарма.
бычпин бар. То есть мондай зеленый чоң свеча, видите, большая длинная свеча секту. Ушундай ушел улдыдяктан мондай свеча чыгып өйдөгө карай. И потом вот здесь опять РТ сделать, то есть повторно касание этого уровня, да, и там тоже, может быть, такую же свечу нарисует в виде бычьего пинбара, да, например, тоже светильем у нас. Тогда здесь уже как бы такшинда признак торбомок, да, улдыга. Ну, там плюс, конечно, еще другие признаки бушкирк. Вот, например, допустим, ладно, бычий пинбар менен ложный пробой упсалды, бұл уровень бирок астына кетип кеткен жок, анан кайралем деп попытка кылып, возможно, кичине бакайтке жүрүп, да, так, плюс-минус, да, но вот здесь уже какой-то импульсное время болмок, да, пробой был, и вот здесь может быть имбаланс, да, и плюс еще какой-нибудь там локальный кичинекей был не когда, да, мисалы это 15 минут, да, бұл жақта какие-то мындай эмелер пайда болот, да, локально 15 минутта же 1 саатта максимумда пайда болот. Ошол максимумду сындырса, свеча, да, так сейчас, ну, сындырып деген, допустим, вот здесь вот максимум, вот жерде максимумду сындырды, например, да, давайте повыше сделаем. Вот, например, вот этот максимум, например, он выше предыдущего, да, здесь уже у нас смена характера, да? А потом, если еще, да, следующая вершина, мол, вот вершина, да, предыдущий, да, обновление ылса, тогда уже бізге гуштурек признак полноты, уже 3 подтверждения полноты. Во-первых, ложный пробой, да, то, что заход за вот этот уровень, потом ретест, потом чуть, да, то есть смена характера, плюс еще повторное подтверждение, да, что тренд лонговый, да. Ну, то есть даже 4 подтверждения был совет, там уже смело можно заходить на лонг, да. Вот, ну, я на маленьких таймфреймах смотрю, конечно, не в кадан гарай, вдруг не в кадан сейчас пока будет перегунду жалобу чаму барн движение, не знаю, сорвай кетем, я всегда на больших, на мелких таймфреймах. То есть большой таймфрейм дает тренд общий карен, а потом на мелкий таймфрейм пишу атып. 1 саат анализ кылам, 1 саат 30 минут я могу пропустить, 15 минут анализ кылам, анан 5 минут өтүшөм, 5 минуттан көбүнчө определенный там, допустим, там, не знаю, зона ордер блока, да, или имбаланс, ушул жерден реакцияны күтөм, да, және поддержка или снятие ликвидности, вот здесь или жактагы толтура ликвидность снимать этим движение, да, то есть ушундай признактарды көрөм дагы тастык болот, анан принимаю решение, да, заходить или нет. Вот. Так, а вот USD мен тоже ожидаю пока да, падения, да, будет как европейский валюты, это жүрөт слабый азыр. Ну, в принципе, вот по вот этим прошлась, она индекс TER болсо, S&P 500 и NASDAQ, да, посмотрим, в принципе, будет слабый, как соуш пошталгандан бери, был устойчивый счет, это с конца января у нас, да, вот даже возле самый пик у нас был, евро перегретый рынок был, как раз так, перегретость, потом с 28 февраля соуш пошталды, так вот 28, да, вот здесь. Плюс-минус. Вот. Ушел жерден все штаты. Ну, в принципе, вот здесь уже, как говорится, движение уже качает, да, вот максимум, вот этот самый пиковый максимум, и этот максимум уже не смог обновить, да, а следующий, тем более, уже можно было предположить, да, что здесь у нас движение, точнее, уже затухание было, да, мол, восходящий тренд, затухание, вот уже чуть береги было. Так, эми бул неделя, да, мол, чоң уровеньди пробила, катса, мол, зона, да, 6500, 6, ой, сколько там, даш, ну, 6580, 6517, вот, и теперь этот следующий уровень, да, если, ну, тут уже ракет платформы, если закрепится, вот, видите, вот этот бычий пинбар, это как с прошлой недели нарисовал, ушел на калтыртын, тоже ушундай болжол тартканда, эгер бул уровень, да, өткөн жумада бул жакта жүргөн, да, вот, мондай ложный пробой, жөнөкөй уровень, да, зум фитилен свеча өйдөгө аттанып калса, и плюс еще желательно там слом какой-то кичинекей таймфреймде, да, слом структуры көрүп калсам, тогда өйдөгө кетиши мүмкүн депчи. Бирок бул, к сожалению, не удержался, и будет түшүп калды. Вот. То же самое и этот NASDAQ, это технологические компании, индекстери, да, вот, то же самое ОБГ. Ну, в общем, я посмотрю на этой неделе, на следующей неделе, скорее всего, тоже был энергия Джараша, что там решится с Ормузским заливом, да, с этой нефтью, да, Дональд Трамп, Иран, да. Если Джаман Джанов чикса, кстати, Дональд Трамп там очень много, говорят, 5000 солдат отправил, этих, как называется, пешая армия, да, в общем, 5000 солдат набрал, и иранские территории уже вертолетами перебрасывают. Ну, так что, возможно, эскалация больше не будет, то есть военная операция наземная, тогда, конечно, был дава кичинем, да, отскок перемен хайрат чуть-чуть, да. Думаю, так что ситуация харами, Джамуктар большой очень много керек, бар, но основное только то, что там касается, да, вот этой глобальной вот этой геополитики, да, между США и Ираном. Так, и NASDAQ был технологические компании, индексы, да. Индекс это корзина, да, по сути, то есть вы покупаете там целых 100 лучших компаний, да, технологических в Америке. Вот Булдалет тоже в чем уровень 2400, да, и так, он даже вот здесь даже есть уровень зеркальный, уж он даже не удержался, вот здесь. Вот, зеркальный уровень, то есть здесь, то есть, цена вот здесь, да, упиралась, а здесь у нас был уровень сопротивления, да, она течты,
И вот здесь он у нас уже, вот здесь уже как сопротивление упал, да, был график, ой, поддержка. Отскок полду, пайра, поддержка. Здесь у нас покупатели удержали. Да, здесь тоже, да, потом опять пробило, да. Ну, то есть любой уровень рано или поздно пробивается, конечно, нет такого уровня, да, потом пробивается. Вот. Теперь у нас вот этот уровень, да, тоже решающее значение уже. Билет понедельник такой, ушел, там, скорее всего, тоже был, ну, пока сейчас отскок тонны считался плот, понедельник, она говорит, и Герчакшин, закрепил колсак, вот здесь ключевой уровень, так, сопротивление. Қараем, ключевой уровень сопротивления, это там, где много реакций было, да, вот здесь у нас ключевой уровень. Ушел где 24 500 на ошибке тогда, ну, то есть ошибки еще, закрепил полоса, тогда можно, да, закрепить именно, ну, вот таких свечей, да, бычьих, давайте красный нарисуем, нам нужна бычья свеча, да, вот, такая длинная свеча у нас, и сложным пробоем, да, ну, то есть вот такие вот, катар на гол палат, что свеча, да, сложным пробоем, то есть тогда это, есть вероятность, что дальше пойдет, да, вверх. Такие у нас дела. Гер-40 это тоже индекс, был только немецкий индекс, лучших немецких 40 компаний, да, удалил Ошондой, чон уровень, да, и уже, так, тысячи, вот здесь у нас большой уровень был, так, ну, плюс-минус здесь, да, ну, можно сказать, давайте здесь возьмем, так, ой, вот, уже уровень тогда карманного валды, 5 тысяч, и теперь у нас следующий здесь, если, здесь у нас тоже уровень. Вот здесь у нас реакция была, да, здесь цена у нас ну, несколько раз удерживалась, то есть был там гель, кайра, отскок полду, кайра, гель, отскок полду, да. Здесь у нас сложный пробой был, правда, а здесь уже тоже пройдет, то есть это тоже зеркальный уровень, да. И вот уже уровень, да, назар, отскок, ракет, вот, да. Вот, ну, я тоже по ситуации в Хараме, понедельник, да, скорее всего, был, да, ракет пушим код, мол, да, сильный уровень сопротивления бар. Так, сейчас давайте уж уровень. 23 800 тонн, если закрепил класса, видео бекилип, да, у нас на подписаем, да, видео арабщиеся, да, в общем, понедельник, если Азия, если не знаю, насчет Азии точно, вроде говорит, не будет работать, ну, на Америке тогда поработаем, да, кому доплата, Америка, дальше, уже на лонг можно чуть поработать. Так, потому что здесь я вижу, вот хорошие отскоки довольно, да, и вот здесь тоже бычий пинбар, поэтому чисто технически, да, обычно видно бычий. Так, ну все, в принципе, ушел основные бесики. Если хотите, можете вопрос задать, либо по биткоину хараперейми. Так, давайте по биткоину, да, еще по крипте, это самый основной, да, наш локомотив, который крипторынок, там, BTC, сейчас, BTC, так, биткоин, давайте посмотрим фьючерс, да, фьючерс, набирать test.p, то есть вот у нас вот этот Binance, да, Binance на графике, не жакша, уж он хороший. Так, биткоин, кстати, у нас вчера тоже его сильно, ой, это вчера, да, был? Ой, нет, вот вчерашняя свеча, вчерашняя 2 апреля, да. Вот. Я по новостям читала, график не смотрела, то, что вчера Трамп объявил, что наземная операция, то есть 5000 солдат отправляют на территорию Ирана, в общем, биткоин, да, до 65 качей, да, 65 850 качей примерно, да. И фондовый рынок также появился на этой новости, да, фондовый рынок. А золото, да, наоборот, вчера золото, смотрю, наоборот, подскочило до 4700, почти 4 да. Так, вот, в общем, по биткоину глобально хороша, да, конкретно ли пока медвежий, так, на недельке. Раньше я просто ужасно давно не смотрела график. Өзім криптовалютам, наверное, уже торговать етпей қалдым. Бұл мен чегендерімкен, бұрын бұл, это я вот эту зону рисовала, уж у зонадан егер үйдегі кетіп қалса, то есть бекіліп қалса, свеча анда дальше кетіп кетші. А бұл уже, видите, не удержалась. Так, ну, то есть следующий вот этот у нас уровень, решающий мне будет на следующей неделе. Тоже это зависит от геополитики. Куда ли чувствительные геополитические новости, да, такие мировые события. Понедельник-то. Ну, и кто торгует криптообменом, тоже внимательно была. Бескисленные новости я скидываю. Самые основные новости. Конечно, там все барные не надо читать, голову забивать. Да, вот нефть, там то, что с нефтью решается, то, что между Ираном и США решается, вот основное вот это, да. А даже вот эти, там что еще, внутриваловой продукт, там, пособие по безработице, инфляция, да, это не так сильно влияет. Так, ну вот, в общем, пока сейчас только медвежий флаг для города там. Модели, налите, пишу кайра медвежий флаг для чип, пока и попан кайра кут, это кайра за медвежий флаг, пока и хлышевым кун берас, мы безени, пока кайра тющим, да. У него где-то, я думаю, 54, ну это, я думаю, предел 53. Ну, хотя все может быть, рынок, все может быть, он даже может и... Так, сейчас я уберу-ка, и сюда, где тут у нас следующий уровень. Так, ну вот здесь уровень есть до 44, да? Ну, не знаю, 44, чем еще. Все может быть, конечно. Вот. Так что пока сценарий у нас, в общем-то, шартовый, да, по биткоину.
максимумдар не обновляется, минимумдар, наоборот, жаңылануы будет что-то. Ошо биткоин түшсө, да бит альткоиндер бар, эфир, там, Solana, XRP, даже вот самый сильный, да, фундаментальный монеты түшүшүп. Вот. Единственное исключение, да, мемкоиндер чат бар, если там мемкоиндер бар, мемкоины, щиткоины всякие, просто хайповые монеты, пасхалева, хайпов, аларды там, какой-то там, не знаю, инфлюенсер, да, звезда, или там, типа, как Илон Маск, да, доги, она, да, не, бірдеңкені рекламалатады, или токи. Ошол кезде эле секирбесе, а так глобально шок, да, рынок, ну, то есть крипторынок пока. Кстати, ФРС будет скоро, ФРС, не помню какого числа, говорят, что, ну, в общем, в апреле, да, ФРС, он инфляционный, ой, то есть не инфляционный, это процентная ставка, оказывается, я узнала, что государственная американская облигация усет, и это будет повышать доллар, да, то есть привлекательность доллара, инвесторлар көбі ушу государственный американские облигацияға салат, долларға салат, а алтынды болса, наоборот, сатышып, ну, то есть алтынды сатышып, ошол жактарга салат, да, где более высокая доходность, да. Вот. Так что алтын, если ФРС процентная ставкасы төмөндөбөй, наоборот, алар көтөрүп койсо, алтын түшүшү мүмкүн, да. Вот вам видно, да? Будем работать в любом случае со стопами. Стопы, там, риск-менеджмент. Ну, конечно, со 100 долларов особо мы не разгонимся, мисалы, найчу, кто 100 долларов баштаса, бюреле позиция менен, минимальный лот 0,01 менен, а вот там прям чоң үмүт кылбай эле там акча. Ну, главное, если практика, навык, этот, что умение алып атасың, и постепенно вы будете увеличивать, да, типа, возможно, 100 долларов вы сольете, да, обычно 95% сливать. Вот, возможно, удержите. Главное, если вы это, не будете терять, да, как сказать, такой навык наработать, то есть хотя бы не будете терять, да, вы пусть может быть, да, депозиттерди кармап 100 долларды уже кармап алсаңар, да, бул аябай жакшы, да, силерге будущее. Значит, силер 1000 доллар менен иштей аласыңар, да, жоготпой, там 10 000 доллар менен. Вот. Ушел, она сделкаларыңарды обязательно дневнике киргизгиле. Мен дневник көрсөткөм, я группу скинула тоже, видеоинструкцию, ссылку на дневник. Ну, это лично мен өзүм эле жазып койгом через Excel, да, кааласаңар, можете приложение атайын бар, торговый дневник деген бар, Play Market или Notion деген бар. Вот, если хотите, я вам могу скинуть, да, их ссылки. Так, можете тетради обычно писать свои сделки. В день 1-2 сделки или много сделки не делайте. Маукшоп, меморум бедират качкочум, и очень сильно уставала потом. Поэтому в день, ну, я делаю там где-то одну, иногда бывает, ну, когда рынок не очень хороший, где аз болсо берели сделка ачкоем, кейде 3 сделка, жакшы рынок болсо 5 сделка деле биргүндө ачкоем. Вот. Бирок коюнчу ошо в среднем 2-3 сделка эле ачам. И так примерно мен санасам, где-то 1-2 сааттай иштеп коет, даже меньше кейде болот. 15 минут или 20 минут или там 1-2 сделка уже. Мен 2 сделка одновременно ачалам, да где-то 1 сделка ачкоем. Эгер не очень уверенно болсом, кичине базар не определенно өтө волатильдүү болсо, 1 сделка ачкоем и карабайм, да, тейк менен стоп заранее просчитываю. Я, например, сделка кирде заранее смотрю, куда стоп поставить, да, куда тейк поставить. А не тогда, когда сделка открыла, потом думаете, когда стоп, куда стоп поставить, да, через тейк. Поэтому заранее смотрите. Сделка кирде стоп тугай кагылысыңар, примерно канча болот, там метатрейдерде эсептеп берет да, минус канча болот, стоп лосс эгер тескери кетип калса, да, сделка, и канча плюс болот, то есть тейк. Вот, она, если соотношение устраивает, надо инструмент менен да величественный будет, трейдинг, вот, знаете же, да, такое соотношение. Здесь вот у нас есть длинная позиция, короткая позиция, да. Вот, например, так, давайте биткоин, если у вас сейчас, вот, например, соотношение, допустим, сермовый жерден уровень деготумар, какой-нибудь уровень отскок полота здесь, да. Вы, например, вы здесь хотите зайти, да. Да, вот счет атасыңар, бул жака примерно бул түшүн. Аны ушул жерден келем атасыңар, например, примерно где-то, ну, плюс там, вот здесь прям ближайший ликвидность бар, или вот здесь можете уровень бар тоже. Ну, там 67 500, да, примерно, вот жакта уровень бар, да. Ой, сопротивление. Примерно ушуга чейин иштейм деп атасыңар, вы длинная позиция аласыңар и учесыңар, да, соотношение. Стоп вы за вот этот минимум можете за вот эту свечу, где бүгүн стоптун, то есть свечаны артынан стоп аласыңар, да. Сейчас давайте раз вместе соотношение. Чтобы у вас соотношение, то есть соотношение риска прибыли, да, было минимум 2 к 1, да. Прибыль у вас должна быть минимум 2 раза больше, чем убыток. Мисалы, бул жактан келдиңер, да, у вас соотношение жакшы мына. Могул жакка стоп коесуңар, там 66 230, да, например. А бул жактан кирсеңер 66 560-тан, и тейк у вас, например, 67 560, да, примерно, плюс-минус. Вот у вас соотношение 3:11, то есть 3 к 1, да, грубо говоря. Это хорошая сделка. Ушундай сделканы тогда нельзя пропускать. Ну, если подтверждение еще алсаңар, да, подтверждение деген, то есть, мисалы, уровеньди өлчөдүңөр, да, уровеньди карадыңар, общий тренд определили, да, чоң таймфреймде, мисалы, лонговый болот, да, допустим, да.
Потом этот, қарадыңар, допустим, сейчас. Вот, например, бұл басып өткен жолда, допустим, бұл аяғында келді, вот здесь под конец, вот здесь шортқа келбейсіңдер, да, наоборот, вот здесь үлгі жағында ломкоға қарайсыңдар, да. То есть, после этого вы уже смотрите на более мелком трафике, 15 минут, 30 минут, когда үлгі жақта бірдеңке зона бар, вы интересно, там, может быть, там вот этот вот элемент бар, ордерблок, там, может быть, имбаланс, там, кетиші мүмкін, да, не только поддержка на но еще вот этот, например, зона ордерблока, чейн тип, что жерден да часто цена кетеді, да, типа болса имбаланс деген бар, мындай пустоталарды азыр көрсетейін. Возможно, пустотадан кетиші мүмкін, так, допустим, на мол жерде пустота бар, что имбаланс такой, да, то есть между свечками вот это первая, вторая, третья свеча, между первой и третьей свечой это пустота, ну, имбаланс такой, да, то есть это у нас дисбаланс, когда цена улетает, да, агрессивно. Бұл жақта жалаң сатып алушылар, а продавецтер жоқ. Поэтому бай через какое-то время будет стараться опять восстановить баланс. Ушыл жаққа келеді, баланс. Ну, то есть, возможно, ушыл жақтан сіздер сделка аласыңдар, да, точка входа, бияқтан алып тұрып, бияққа ченешті. Ну, то есть, ушындай точка входаға варианттар көп, да. Вот. Вот так вот. В общем, обязательно ушындай внимательно. Каждый сделка если соотношение там риска, да, какой, готовый риск, там 1, 2 или там 5%, а типа если готов потерять там стоп-лосс, сколько там готовы заработать, то слишком быстро не фиксируйте прибыль. Это, мысалы, причина себе представляет сразу же джавовой корпута не надо, да. Если, например, стоп-лосс, допустим, бұл жаққа қойдыңар, инструмент плюс кетіп баратады, вы, если боитесь лишний раз терять, да, можете стоп-лосс, который с минусом, поставить, там жаңағы метатрейдерде бар, позицияны өзін басқанда изменить позицию деген бар, ошоны басасыңар. И вот стоп-лосс кішкене цена входа хотя бы, да, кірген бадан қойып қоясыңар. И если вдруг сделка түшіп қалса, то вы, по крайней мере, при своих деньгах останетесь. Да? Ничего не заработаете, но не потеряете. Вот. Дағы плюсқа кетіп баратса, тогда дағы жылдырасыңар стоп-лосс, изменить позиция жақта. То есть ошондай варианттар көп. А на криптода эмеси жақсы, биткоин, там, эфир, вот эти чоң-чоң эмелермен иштесеңер, кстати, криптовалюталар. Вот что хорошо на криптобирже, есть такая функция частичное закрытие прибыли. Мен, мысалы, эки жылдан ашып криптода иштегем, да, ал жақтан по частям закрывала позицию. Мысалы, там, жақтан кирдіңер, сделка у вас плюс дает, я вот полностью фиксировать не хочу. Мысалы, өзім жетеді, бұл прям аябай өйдегі жүгін, прям свечалардан көрінеді, минуткадан особенно. Прям өйдегі чоң-чоң деп свечалар шығып атады, вот такие типа, да. Еще имбаланс вот такие оставляют, огромный имбаланс. Это говорит о силе покупателя, да. Я тогда в таких случаях знаю, что, скорее всего, цена дальше полетит. Именно просто, чтобы подстраховать сделку, жарымысын, мысалы, стоп-лосс жылдырып қоймын плюс-менен, там хотя бы цена хода, пиросой берет небольшой плюс-менен, а потом еще берген прибыльный жарымысын жап салам. Там есть закрытие прибыли частично, там 25%, 50%, или хотите 75%, даже 90% закрыть, а қалған части держать, да. Ну, возможно, да, секірші мүмкін, дағы берші мүмкін, да. То есть, ошондой эмеси бар функциясы, когда биржада. А ты метатрейдерде частичное закрытие прибыли жоқ, не знаю, по крайней мере, я не знаю. Так, да, гиндер кирдіңер. Зухамар Эже, микрофон включила, Эже, если что, микрофон тут жатыр болсаңыз болады, сөйлесіңіз болады. Так, егер сұраулар болса, айта беріңіздер. Так, вот, кстати, сіздерге чек қалып тұрсыңдар, мына мастер-класс болады, Бишкекте болса, четверг күні, 9 апреля, 18:00, живой мастер-класс, бесплатный. Тут много практики будет, да, мен башында бир аз трейдинг боюнча, то есть кантип здесь профессионал кантип болуш керек, то есть кандай системаны иштеш керек, ошол боюнча айтам. А так там, что такое трейдинг, там, какие виды торговли есть, да, и так далее, баарын, как говорится, без воды, да, боюнча практика кылам, да. Вот, потом тестовый, то есть мастер-класс на совместимость, то есть подходит ли вам эта профессия, да, трейдерге, может быть, противопоказано, да, тест интересный, аргандай, целебный, психологический, как говорится, тараканов, да, затыктарды көрөсүңөр, может быть, что-то осознаете, да. Өзіңнің сильные, слабые стороны көресіңдер, да, и узнаете, над чем надо поработать дегендечи. И вообще насчет трейдинга вам стоит, не стоит туда лезть дегендечи. То есть ошол эле мастер-класста өзүңөрдүн психотипиңерди трейдингке карата, да, билип каласыңар, да, силер кандай, если даже совместимость болсо, то есть трейдинг силерге подходит, именно кандай стиль трейдинга вам подойдет, да, там, может быть, скальпинг, может, жанагы средний срок, да, то есть шашпай иштегенде же внутри дня и так далее. Может, силерге только инвестор сыяктуу улайтуу, да, то есть ошондой тесттер кызыктуу, да. И также еще живой разбор сделок, кстати, то есть в режиме реального времени, график очам, любой актив, там же сразу анализ делаем, и сразу же ошол жактан мен новичокторго сделка ачтырам. Мен мисалы до этого эти мастер-класс өткөргөм, ошол жактан новичокторго сделка ачтыргам, бар плюс менен жабышты, правда, это на демо-счете было, новичокторго мен акча салдыртпай демо-счетко жасаткам, да, сделкаларды. Так, ну вот они хотя бы в процессе окунулись, да, внутрь трейдинга, как это работает, да, то есть вообще, кнопкаларды баскылап, да, что как-то немножечко поняли, да.
Вот. И, кстати, давайте теперь, у меня же бонус был в честь моего дня рождения сегодня. Так, реальные примеры, да, сейчас реальный пример. Көрсөтөм, силерде барбы сделкаңарды скриншоттор үчүн. Именно мындай ачылган сделка болот го именно графикте. Ошонун скриншоту керек да. Эгер жок болсо, я тогда свой запущу, точнее не свой, там новичок начальнича сделкалар бар. Вот. Задание мындай, да, как типа конкурс небольшой, да. Мисалы мен скриншотту чыгарам азыр на экран, и ошол жакта ким мага биринчи ответ туура берсе, там, то есть какая ошибка, да, у этой сделки, кайсы ошибканы көрө калсаңар, и ошо туура жооп берген кишиге мен 2 жумага доступ берем, да, өзүмдүн сигнальный каналыма закрытый, либо разбор личной торговли, то есть өзүңөр менен лично с глазу на глаз же хотя бы онлайн, если алыста болсоңор, силер торговляңар жөнүндө сүйлөшүп, там 1 саат, жарым саат даже могу уделить. В общем, ошол жакта какие-то проблемы увидеть, да, почему у вас не получается, да, что нужно прокачать, ушундай сайтты бонус болот, да. В общем, на выбор, либо сигнальный каналга доступ 2 жума, либо личный разбор, да, вашей торговли. Так, ошондой кылалыкпы, э? Так, дагы мен микрофон включила, Кубага. Так, сүйлөйм дегендер, азыр кумар эчесиздики өчүү экен, микрофон азыр включила. Эмнеңер барбы, сделкаңар, скриншот точнее. Не история сделок, а именно скриншот. Так, мастер-класска келиңиздер, 9 апреля 18:00 кызыс мастер-класс. Ал жакта практика кылабыз, сделкага киребиз, да, живой разбор, анализ болот. Тест өтөсүңөр, силерге как трейдинг вообще жарайбы, жарабайбы, да. Вот, кызыктуу болот буюрса. Так, и ушол мастер-класс Инстаграмда прямой эфир түрүндө болот буюрса. Так, YouTube каналымда бар, жаңы ачкам, как жаңы мурун эле давно открывала, бирок аны не продвигала вообще. Азыр болсо ал жака жаңы сабактарды, анча-мынча видеолорду жүктөй баштадым. Так, тоже можете подписаться. Эч кимдер сделкаңарды чыгаргыңар келбейби? Скриншот барбы? Разбор кыласыз, мындай конкурс, дагы түшүндүрүп кетейин кыскача. Скриншотуңарды ырытасыңар, демонстрация экрана деп просто телефонуңардан эле көрсөтүп. И ким биринчи жооп берсе, какая ошибка у этой сделки, да? Тот получит бонус, да? Это либо на выбор 2 жумага доступ, бесплатный закрытый сигнальный канал, да, где стараюсь качественные сделки скидывать, сигнал, либо личный разбор вашей торговли. Так, вопросов, там скриншотов нету. Давайте, да, тут у меня есть анча-мынча, по-моему, сейчас я сохранила избранныйга. Переделканы көрсөтөм, кимдер туура жооп берсеңер, ошого бонус берет, да? Мына мисалы, мына чыгарып коем, көрүнөт атат. Вот ушундай сделка новичоктун чоң акчасы менен кириптир, 0,10 деген болот, да, но дальше уже сами смотрите. Что здесь правильно, что неправильно, да, теперь ким биринчи жооп берсе, биринчи имеется в виду ошибканы көрүп калса, может там 2 ошибки увидел, 3 ошибки, да, в общем. Ошол бонус. Канча кандай? Бул жерде кирген рискти сактаган эмес да. Анан кийин эме болгон, стоп лосстагы алысыраак коюлуп калган, Ой, сейчас минуточку азыр. Кайра чыгып коеюн. Так, риск сакталган эмес дейсиңер, э? Правда. Ага. Анан стоп лосстагы слишком эле алыс коюлгандагы и плюс тек караганда жакыныраак жерде турат да. Да. Прям, да, в точку, да. Тең кылган эмес, хотя бы тең кылганда да. Да, то есть соотношение начар, э? Стопту көрдүңөрбү, мына стоп. Стопу аябай алыс экен, 46,94, цена хода 47,20 дейт. То есть, где-то 26 пунктов стоп, а тейк болсо мына могул жерде ТП деп турат, 47 дейт. Буквально 20, то есть 1 к 1 экен, да, почти, стоп менен тейкчи. Да. И, вот депозиты сурабай алып турмун, канча еще 0,10 лот менен кириптир. Мне кажется, чоң эле лот менен кирди, да, депозита, риск менеджмент. Силер тура айтасыңар окшойт, мне кажется, чоңураак менен кирди, да, от депозита, сумма менен, да. Так, это кто ответил? Алия, да? Бекерке. Бекерке, да? Ага. Так, все, первая вот Бекерке ответила, хорошо. Так, остальных я всех проверила, микрофон бар или включен. В принципе, кучу болгон, баарыңарга айтып, да? Ошибканы. Так, ага, сейчас, все, да? Хорошо, молодец. Бекерке, да, зовут? Отлично. Ага. И еще даже я что хотела отметить, да, был сделка, да, бул жакта аябай эмелери көп, мындай усложненный болуп калды, да, графики, видите, да, вот эти красные линии, тут у нас стохастик есть, да, вот это, видите, стохастика, астында индикатор. Ну, красная линия, это что за индикатор, так сейчас мне көрүнбөй жатат. Ну, в общем, тоже какой-то индикатор, вот тут еще какие-то точки фиолетовые, то есть нагромождение, слишком усложнил, да, график. На самом деле трейдингти, боюнча новичоктор ойлошот да, ушинтип сложный кылса, всякие индикаторларды подключение кылса, там что еще, там снизу объемы, да, может быть какую-то сложную стратегию найдут, ошону колдонсо, то они будут
не знаю, эффективность высокая, буду больше зарабатывать. Но на самом деле не так. Айтышат қой, это все просто гениально, да? Ну, я, например, уже со временем ошондойго келдим. Ну, я индикаторлорго башынан эле эметчү эмесмин, мындай басым жасачу эмесмин. Единственное, жана RSI деген индикаторду колдончумун. Чоңураак темпинде, мисалы, эмени көрсөтөт да, насколько инструмент перепродан, да, или перекуплен, ошого бирок жардам берет. Чоңураак темпинде, мисалы, 4 сааттан ылдый, мен карачу эмесмин. И то я его изредка использовала. Вот, остальные индикаторы не использовала. А как стахастик, Машка, Емашка, я, конечно, тоже попробовала, иштеп көрдүм, бирок мындай активно не использовала, да, чисто экспериментально эле колдонгом, да. Так, то есть основной ушел, силер айткандай, да, риск-менеджмент, то есть чоң лот, скорее всего, мени кирди, да, риск-менеджмент нарушили, тейк-минут профит, да, ой, ты стоп-лосс, у нас соотношение плохое здесь, да. То есть минимум соотношения, как жана көрсөткөндөй, 1 к 2 болуш керек, э, стоп эки эсе кичирээк болуш керек. Так, хорошо, отлично, да. Ага. Ну, тогда мы с тобой в личке переговорим, да, какой тебе бонус нужен, да? Типа сигнальный канал, либо личный разбор, да, твоей торговли. Так, давайте, анда, последний еще. Давайте. Так, давайте у нас... так. Ну, вот тут у нас про обучение, егер кызыктуу болсо, кайрылсаңар болот, да, номер калтырып кетем, менеджердин. Онлайн, офлайн бар. Биякта практика меники до результата эмес жок, чеги жок, убактысынча, там, 1 ай практика, 2 ай депчи. Меники новичоктор келе берет, либо офисте я один раз живую практику кылам, то есть офлайн, да, мы практикуемся, реально разбираем все, там, стратегию, да, разные, кейде жаңы стратегияларды үйрөнүшүп келишип, новичоктор ошол менен бөлүшүшүп, аны да разбор кылабыз, тестируем. Вот. И 2 раза онлайн кылабыз, да, практика. Ну, вот, такая практика до результата. Так, онлайн болсо, живое подключение к офлайн группе, то есть офлайнчиктер менен чогуу эле ошол жакка трансляция жана эме менен Google Meet, там все видно, все слышно деген онлайнчиктерге, да, то есть чтобы они в живом формате участвовали, они так просто запись урока скинули, да, и все. И индивидуальное обучение есть, да. Так, ну, беспроцентная рассрочка есть, да, можно по договоренности или через М+. Ушундай эле готовое торговое решение через сигнальный канал, да, эгер улак жок болсо, желание жок болсо окуганга, да, анда можно готовый сигнал нечтесиңер болот. Тоже можете отзывы посмотреть, отзывы учеников в сигнальном канале. В принципе, не знаю, те, кто зашел, довольны, да, типа, если говорит вообще. Про ал жакта деле я сразу заранее предупреждаю, да, там закрепленный канал до сообщения бар, что рынок ушундай каждую секунду алмашышы мүмкүн, да, силердин сценарийиңерге он не должен, как сказать, силер ойлогон сценарийге не обязательно он прям точь-в-точь, да, келет. Так, я там не просто тупо сигнал, да, скидываю, еще аналитику, да, скидываю и комментарий. Потому что я хочу, чтобы человек понимал, да, вот почему он входит, именно логику входа, да, там, почему цена поднялась, от чего оттолкнулась, да, от чего, наоборот, ушла вниз. То есть, ошон логикасын түшүндүрөм, да. Так, ошондой эле биздин офисте онлайн группа жанагы старт эффект барсыңар да барыңар, э, кого нету, кто из других групп присоединится, пожалуйста, присоединяйтесь, тоже ссылканы таштаган группага, если надо еще повторю. Вот здесь ушел сообщество, да, биздин трейдинг есть. У меня основная группа сейчас этот Эффект старт, у Хана Эффект старт есть, это новая группа, и также еще старая группа трейдинг без, да, зон. В общем, эти группа кошулсаңар болот, в принципе, там вот новостями делюсь из мира финансов и трейдинга, да, самыми такими ключевыми новостями, да, которые влияют на рынок. Опыт, заметки пишу, аналитику скидываю, да, общий анализ там по золоту, может, по рынку там. Что еще? Уроки, рекомендации, то есть онлайн-вебинар. Ну, бурса я по Ютубу сейчас настраиваю, вот как называется, живой, ну, то есть прямой эфир, да, как его вести. Уж он я также пока билет, но через Ютуб посмотрела, что да, приложение Баркен, оба студии уж, ну, сейчас настраиваю, да, видеоинструкция бойынша. И уж удобно, да, живой эфир, прям в реальном времени буду торговать. Так, ну вот это основное хотела сказать сегодня. Так, бекерке здесь, да, еще. Угу. Ингеда Суроба. Пожалуйста, активный болгула, уялбагула. Я это всегда готова послушать, ответить, может, разобрать. Так, Инстаграмга, если что, кирсеңер болот, подписка кылып, она нашел там прямой эфир. Я так понимаю, вот некоторые из вас региону, да, через Инстаграм можете тогда присоединиться, прямой эфир, мастер-класс в четверг. Регионду кылабыз. Инстаграмдан көрүп турабыз го. Регионду устап Инстаграмдан көрүп турабыз го дейм мени. Мастер-классыңыз. Жакшы, сонун, молодец. Хорошо. Бекерке, ты уже сколько торгуешь? Примерно по времени. Көлөгөн кандай. Ага. 3 жылдан бери. Понятно.
Почти мен де турасың, меники где-то 3,5 года болуп калды, но из них 2 жыл туура эмес иштегем, да, на самом деле, казинода элечи. И если так посмотреть, мындай более-менее уже осознанно, как бы профессионально начала подходить к трейдингу где-то 1 жыл мурун. Уже там стоп менен, эреже менен, жана торговый план боюнча, да. Вот. Ошол. Силерде да бар да уже торговый план, өзүнчө какой-то бир стратегия менен иштеп атасыңар. Эми келе атабыз да ошого. Хорошо. Ошо трейдинг дайыма мындай каждый день какой-то бир хотя бы 1% улучшенияны талап кылат экен да. Анан обязательно анализ кылыш керек экен өзүңөрдүн сделкаңарды. Мисалы мен неме жаза баштадым, мурун деле жазчумун, анан забросила. Ну, сейчас с недавних пор так почти 1 ай болуп калды. Тоже начала писать. Жакшы экен да. Прям здорово помогает. А то мен сделкаларды, ну, у меня, в принципе, одинаково. Бир-экиле стратегия колдоном, на самом деле, я их много знаю, там, штук 15-20. Но, оказывается, бир-экиле стратегии, которые показали эффективно, достаточно хорошо работает. Ошолор менен иштеп калат экенсиң. Анан сделкалары, в принципе, одинаковые, да. Кээде бывает, что жазбай койм, у меня же одинаковые точки входа, там, ну, то есть торговый сетап. Но все равно надо, кажется, писать. Вот. Потому что я в течение дня 3-5 сделок кидала, а потом не помню, как я заходила. Ну, история там карап курсолот, но все равно общий контекст, вот как, что я там, на что ориентировалась. Некоторые моменты уж уже забываются, да. Так, хорошо тогда, давайте всем прощаться. Баарыңарга сонун выходной каалайм. Понедельникте көрөбүз, эми кимде сделка калып калса, ну, желательно, конечно, со стопом надо было оставлять, да, понедельникте рынок азиатский ачылар, я надеюсь. Мне тоже говорят, что не будет работать, Китай менен Гонконг. Ну, там Корея есть, Индия есть, алар иштейт да, бирок волатильность слабый болушу мүмкүн. Вот, көрөбүз. А эме Европа, Америкада майрам, да, Пасха христианская. Ну, я думаю, Европа то слабо будет. Америкада новостилер чыгат экен, я не знаю, может быть, там просто розничный трейдер бизге окшогон иштешет. Крупные фонды уже в пятницу не будут работать. Так, ладно, тогда всем пока, да? Баарыңарга рахмат. Убакыт бөлгөн үчүн, давайте всем до свидания.